Очередные публичные слушания по проекту планировки микрорайона Дубрава-Парк прошли в столичной администрации. Проект для города весьма резонансный. Представители республиканского Минстроя, администрации города и застройщика неоднократно встречались с жителями. Какие вопросы задавали участники слушаний в этот раз, слушали Ольга Пырочкина и Борис Андреев. Предыдущие публичные слушания по проекту планировки будущего микрорайона Дубрава-Парк застройщик ипотечной корпорации Чувашской Республики прошли в конце июля прошлого года. Тогда окончательного проекта еще не было, а общественность больше всего волновал вопрос, что останется от зеленой зоны в результате застройки. После жаркой дискуссии столичная администрация приняла к сведению ряд предложений горожан и рекомендовала застройщику учесть их. К примеру, сократить застраиваемую площадь, чтобы сохранить большую часть лесопарковой зоны. Учли ли предложение проектировщики? Это должно было стать понятно на очередных публичных слушаниях 3 августа. За последнее время мы внесли несколько корректив. Касательно транспортной системы мы убрали верхнюю дорогу, обеспечив тем самым еще больший процент рекреационных территорий на 1,2 гектара. Понизили плотность жилого фонда на 30% и понизили этажность жилых домов. В этот раз большинство вопросов касалось уже не самого факта строительства нового района, а содержания проекта. Вот этот вот парк, вот эта лесополоса для меня является зоной для занятий спортом. В летнее время это там пробежки у меня, да, в зимнее время это там очень хорошая лыжная трасса. И мне бы хотелось бы понять, я не увидел в проекте того, что вы планируете сделать, во-первых, с лыжной трассой, существующей, по которой ездит, по-моему, огромное количество людей. И второй вопрос, предусмотрены ли в проекте спортивные площадки? Лыжная трасса, она не заходит на территорию проектирования нашего микрорайона. По поводу пробежки, я думаю, комфортнее будет бегать по благоустроенной территории, где будет специальное покрытие. Еще одна тема вопросов: действительно ли застройщик выполнит все, что обещает по проекту. К примеру, обеспечить достаточное количество мест для будущих школьников нового микрорайона планируется за счет реконструкции ныне переполненной школы номер 60. Готов ли застройщик пойти в первую очередь на постройку детского сада, реконструкцию школы и только после этого уже застраивать многоквартирные жилые дома? Мы максимально учитываем потребность юго-западного района в социальных объектах, поэтому мы не откладываем на последний план реконструкции школы и строительства садик. Первый этап строительства жилых домов, он будет запараллелен со строительством садика на 150 мест. В этом плане проект на контроле республиканского Минстроя. Сегодня я услышала, что основные опасения жителей, что проект не дойдет в реализацию в том виде, в каком он запланирован. И вот как раз свою задачу я вижу в том, чтобы проконтролировать, и задачу министерства в том числе, чтобы этот проект ушел в реализацию именно так, как он задуман, со всеми его позитивными моментами, парками, садиками, дорогами. Ольга Пырочкина, Борис Андреев. Республика.